Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о Казахстане, рассмотрим особенности физико-географического положения республики, также особенности социально-экономического развития, природный и промышленный потенциал, внешние политические взаимосвязи с государствами мира. Казахстан. Официально Республика Казахстан. Столица с 2019 года – город Нур-Султан. Это унитарное государство с президентской формой правления. Президент является главой государства и верховным главнокомандующим. Исполнительную власть осуществляет правительство, главой которого является премьер-министр. Законодательную власть осуществляет парламент, состоящий из двух палат – Сената и Маджалиса. Казахстан – независимое государство, правовое, стабильное, успешное, имеющее свой путь развития и свое видение будущего. Республика Казахстан поддерживает дипломатические отношения со всеми странами ООН. Внешняя политика Казахстана определяется президентом и парламентом страны, осуществляется Министерством иностранных дел. Основные геополитические партнеры Казахстана – это Россия, Европейский Союз, Китай, США, страны Ближнего Востока. Казахстан является членом ОБСЕ, ЦАС, различных мировых организаций.
участвует во многих миротворческих операциях. Сотрудничая в рамках СНГ, правительство Казахстана с самого начала основной упор делало на экономическое взаимодействие, в то время как геополитически Казахстан всегда старался быть нейтрален. Казахстан активно участвовал в преобразованиях в постсоветском пространстве. В 2010 году началось функционирование Таможенного союза в составе Казахстана, России и Белоруссии. Это свидетельствует не только о наличии политической воли к сотрудничеству, но и присутствии реальной экономической выгоды от подобного взаимодействия. Как член ОБСЕ, Казахстан поддерживает связи со странами, расположенными в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. В рамках ШОС 5 июля 2005 года была проведена встреча глав государств в городе Астане. Участники подписали декларацию глав государств-членов ШОС, которая зафиксировала общие подходы, направленные на дальнейшую консолидацию усилий места в мире. Территория республики простирается от нижнего течения Волги до подножия Алтайских гор на востоке, занимая 2 часовых пояса. От западно-сибирской низменности на севере до пустыни Кызылкум и горной системы Тянь-Шань на юге. Самая северная точка Казахстана соответствует 55 градусам 26 минутам северной широты, самая южная – 40 градусам 56 минут северной широты. Граничит с Россией, Китаем, Киргизией, Узбекистаном и Туркменией. Омывается водами внутриконтинентальных Каспийского и Аральских морей. Большую часть территории страны составляют пустыни, полупустыни, степи, и лишь 5,9% территории занимают леса. В центральных районах страны расположен казахский мелкосопочник. Западная часть страны сосредоточена на восточноевропейской равнине, на которой находится прикаспийская низменность, имеются также невысокие горы Могоджары. На восточной части Казахстана возвышаются горы Алтай, Тарбагадай, хребты северной окраины Тянь-Шаня и Алатау. Казахстан обладает разнообразными полезными ископаемыми. В настоящее время известно 493 месторождения, содержащих 1225 видов минерального сырья. Казахстан располагает значительными запасами нефти и газа. Руды черных и цветных металлов экспортируются в страны мира. Отдаленность от океанов и большая территория влияют на климатические условия. Это отражается на контрастах природы Казахстана. Север суров, а юг радует теплом. В Казахстане 7 крупных рек. В их числе реки Урал, Сырдарья, Иртыш и Ли. Много больших и малых озер. Самые большие среди них – Каспийское море, Аральское море, Балхаш, Алаколь, Зайсан, Тенгиз. К Казахстану относится большая часть северного и половина восточного побережья Каспийского